Воскресное утро в детском доме Берегини началось необычно рано. Всем 14 подросткам не спалось в ожидании похода в гости. 10 семей в рамках акции «Идем в гости к другу» приняли у себя дома ребят. Волнительно было и для 15-летней Дианы, которая была готова уже давно, когда за ней пришла Вероника Николаева, хозяйка салона красоты Вероника Стайл. Что говоришь? Ну, они фоткать придут. Что фоткать придут, я вообще не знаю. Запомню. И потом придут ученицы. Вот наша машина, вот это 613. На заднее сиденье садимся. Как говорит, я и прическу сделаю. Я говорю, какую прическу ты сделаешь? Я говорю, да я посмотрю. Я говорю, прическа не надо. Но она у меня в основном этот парикмахер-колорист, которая, красит волосы, там, уход разный за волосами и все. И там стрижки делает. Вообще у меня было 2 мастера. Смотри, мы себя видим. Видишь себя? Или, допустим, вот такая девочка приходит ко мне. Вот такая приходит, и вот так вот я ее фотографирую. Как мы жили изначально, когда познакомились с мужем. И что я сама без родителей, так же, как она, но только у меня другое направление. У меня родителей я потеряла в 15-16 лет. И все, и начинала все с нуля сама. Я из очень бедной семьи, из многодетной. И своими руками все с нуля. Так что любой человек, тут независимо, какие у него родители, либо есть ли у него родители, либо нету родителей, в любом случае все зависит от человека. Вот рассказывала ей и делилась, то, что человек может все. Это мое жизненное кредо, и я всегда так говорила и буду говорить, что человек может все. На сегодня у нас планы. Я ее познакомлю с девочками, покажу, как работает салон, покажу, как работает школа макияжа. И потом мы поедем ко мне домой, я ее познакомлю со своим маленьким сыном. Вот так мы проведем дома у меня, познакомлю, что-нибудь там сварим с ней, покушать на ужин. И все, и я потом повезу ее домой. Познакомились, но я пришла туда, в детский дом Берегиня, и они интересную игру сделали, мне очень понравилось. Это сделали такие открытки в виде пазлы. Получается, открытку разрезали пополам, одну ей отдали, другую мне. И среди там нескольких девочек мы вот с ней нашлись, и у нас соединилась вот эта пазла. Соединилась вот эта открытка, и все, я ей сразу сказала, поедешь ко мне. Вот так познакомились. А Диана, как тебе настроение сегодня? Нормально. Хорошо? Угу. А вот парикмахерское искусство, вот все это, как вот тебя интересует, нет? Вот по жизни вообще? Ну да. У нас тоже в детском доме есть парикмахерский, мы там тоже учимся. Ну, не красим, как Но вот с волосами работаете? Да. А вот прическу сегодня, может, Диана? Да, сегодня ей сделают наши мастера укладочку, прическу, челочку сделаем ей чуть-чуть, и она будет красивая. Она и так красивая будет, еще красивее. А как вот, Вероника, вот дальше будете вот с Дианой? Конечно, мы можем общаться, дружить, мы можем встречаться. Почему бы и нет? Я всегда за дружбу, всегда за общие интересы. Это очень клево и даже круто. И я простая в общении. Я уважаю этих людей, которые стремятся, чего-то хотят в жизни добиться, и я готова помогать. Это без проблем. Это не первая подобная акция в Берегине, но в этом году именно в такой форме и с заделом на будущее программы наставничества это происходит впервые. В тесной прихожей гости заполняли и подписывали документы. Лица детей, уходящих с гостевыми семьями на прогулку, преображались, наполняясь радостным сиянием.
когда дети тоже выходили в семьи. Буквально 2 детей выходили в гости к Егору Афанасьевичу тоже недавно. И поэтому такая акция у нас немножечко отличается от других тем, что не 1, не 2 человека идет в семью, а выходят все дети подросткового возраста, это с 12 до 16 лет, одновременно в один день они все уходят в гости, для того, чтобы потом поделиться впечатлениями, как они погостили, как побывали в гостях. Все люди любят ходить в гости, в том числе и взрослые. И не всегда есть близкие, какие-то значимые люди, которые могут что-то посоветовать, рассказать о своей жизни у детей, которые проживают в детском доме Берегиня. И поэтому с целью формирования у детей семейных ценностей, показать модель семьи, чтобы люди рассказали о том, как они добились своего в жизни, о том, как они стали профессионалами. Дети у нас идут в семью именно для общения, для разговора, для совместного дела. Скажем так, это не развлекательная акция, а познавательная, скорее всего. Детей младшего возраста мы решили к такой акции не привлекать, потому что для них будет немножечко обидно, грустно и непонятно, почему они выехали только 1 раз в семью, а больше не продолжают с ними общение. Поэтому мы решили взять детей подросткового возраста. Дети были подготовлены психологами детского дома. С детьми и с родителями была проведена встреча, на которой было совместное дело, совместные игры. То есть они уже друг друга узнали, увидели, пообщались. Все это было продумано специально для того, чтобы дети были готовы и знали, кому они идут в гости. В тесной прихожей гости заполняли и подписывали документы. Лица детей, уходящих с гостевыми семьями на прогулку, преображались, наполняясь радостным сиянием. Рому мы решили взять на день познакомиться, потому что он очень понравился, во-первых, моей дочери, когда мы были в гостях здесь, в Берегине. И вообще мальчик, мне так показалось, что у него очень открытые, добрые глаза. И я бы хотела, чтобы мой ребенок, моя дочка дружила именно с такими ребятами, которые стремятся к чему-то, да, у которых есть цель в жизни. А к чему стремится Рома, мы сегодня и узнаем за день, надеюсь. Есть такое понятие, как гостевая семья. Но для этого, конечно, необходимо будет соблюсти некоторые процедуры, то есть это по сбору документов. Но если желание у граждан появится общаться с нашими детьми, то, конечно, мы поможем и направим, и Центр семейного устройства окажет содействие в этом направлении.